нас всего 4 клуба. Это Артика Спорт, хоккейная команда в Ухте, баскетбольная команда «Заряночка», «Строитель» и «Новая генерация». Все эти клубы финансируются из бюджета в том числе, но хотя и есть финансирование дополнительное из других источников. У нас на 2014 год было выделено около 32 миллионов на эти 4 клуба. Эти клубы получили эти деньги по четким показателям, которые они достигли в течение предыдущего года и планы на этот год, которые у них стоят. Поэтому финансирование у них достаточно, я не сказал бы, что хорошее, но оно есть. И эти деньги, я считаю, что нужно еще и отработать показателями этим командам. Мы сейчас ведем эту работу с клубами. Клубы привлекают дополнительные средства, работают над этим. Не у всех получается. То есть «Новая генерация» лучше, например, работает с этим. У «Строителя» сейчас тоже, в принципе, работа эта ведется и идет. На следующий год у нас заявлены все 4 команды. То есть работа по реанимации «Строителя», скажем так, и по достижению каких-то их результатов ведется, и она будет вестись, нет вопросов пока, и не стоит вопрос о закрытии команды, как муссируется в некоторых СМИ. Да, мы настаиваем, чтобы клуб привлекал не только игроков, которые куплены и которые, в принципе, возрастными являются. Мы настаиваем сейчас, чтобы у нас спортсмены из нашей дюша участвовали больше в жизни «Строителя», участвовали в основных играх, а не только сидели на скамейке. Поэтому мы не требуем и не хотим пока, наверное, такого результата, что давайте все выйдем в Суперлигу. Да? Я считаю, что лучше обновить команду по возрасту, и пусть она оботрется в более нижней лиге, но при этом она будет более сплоченная команда, будут свои ребята играть сыктывкарские и республиканские. И я думаю, что наступит тот период, когда они смогут уже подняться выше.